то, что влияние России меняется, и в плане этого, конечно, Россия, во всяком случае, довольно-таки теряет позиции. И это, безусловно, это видно, так сказать, невооруженным глазом. Но я думаю, что Россия и вообще-то позиции России на Кавказе нужно оценить в свете тех геополитических сдвигов, которые происходят сейчас в мире. И я думаю, Россия сама переоценивает свою политику на Кавказе и способы, так сказать, форматы своего влияния на Кавказе. Конечно, Россия пытается сохранить свое влияние, пытается остановить, так сказать, этот регресс, который мы видим в последние годы. Но мне кажется, что они смотрят на все это довольно-таки в большом пространстве и времени и сами изучают возможность трансформации представления России на Кавказе. То, что Россия сама, наверное, думает, что вернуться в те времена, когда Россия была безусловным доминантом на Кавказе, это нереалистично. Я думаю, это Россия сама понимает и ищет новые способы, новые виды сохранения влияния на Кавказе, с учетом того, что все же на Кавказе будут довольно-таки большую роль играть и Турция, и Иран. В этом свете, наверное, Россия и пытается продвигать идею создания организации формата 3+3. Главное, конечно, для России, чтобы в этом регионе не были доминантом западные игроки. Конечно, есть большие риски для России, есть этот процесс болезненный, этот процесс проходит через кризис и в армяно-российских, и в российско-азербайджанских отношениях. Это, как уже сказал, обусловлено тем, что идет довольно-таки сильная и острая борьба в целом геополитическом пространстве.